Здравствуйте, ребята, с вами я, Эльмира Ринатовна. Сегодня мы решаем задачи на нахождение площади параллелограмма. Или мы будем использовать формулу для нахождения площади параллелограмма для нахождения какого-то другого компонента. Не всегда вам нужно применять формулу для площади параллелограмма для того, чтобы найти только площадь. Иногда мы применяем данную формулу для того, чтобы найти и другие какие-то компоненты из этого параллелограмма. И сейчас мы убедимся в этом. У нас представлена задача, то есть дан параллелограмм ABCD, причем одна из сторон равна 6 см, а вторая равна 10 см. Высота, опущенная на сторону CD, у нас равна 8 см, а нам нужно найти высоту BK. Что же мы здесь будем делать? Дело в том, что при вычислении площади параллелограмма, несмотря на то, что нам не нужно находить здесь площадь, но в формуле для нахождения площади параллелограмма у нас используется сторона, в одной из формул используется сторона и высота, которая опущена на данную сторону. То есть я могу найти площадь данного параллелограмма по формуле DC умножить на BH. То есть если я буду использовать эту формулу, то я могу найти площадь данной фигуры. Хотя об этом меня не просят. Но меня спрашивают о том, чему равна длина высоты. И вот я сразу же вспоминаю, что я могу высоту найти через теорему Пифагора, через тригонометрические функции, рассматривая прямоугольный треугольник, вот этот вот, да, или какой еще прямоугольник? Ну, можно BD соединить, но я вижу явный прямоугольный треугольник АБК. Я могла бы с этого треугольника попробовать найти эту высоту. Но дело в том, что в этом прямоугольном треугольнике нам известна только гипотенуза. Ни углов, ничего нам не известно. Поэтому, если я вижу, что данная фигура является параллелограммом, почему же мне не попробовать применить мою формулу? Итак, CD умножить на BH. Что в этом случае я получаю? CD у меня равно 6 сантиметров. Ну, понятно, потому что АБ равно 6, следовательно, CD будет тоже равно 6. Поэтому подставляю 6 умножить на длину высоты, которая проведена к этой стороне, то есть на 8. 6 умножить на 8 будет 48 сантиметров в квадрате. Дальше, что мне это дает? Но дело в том, что я могу площадь параллелограмма вычислить и по другой формуле. То есть я могу рассмотреть высоту БК и, соответственно, сторону какую? АД. То есть я записываю БК умножить на АД. Но дело в том, что я-то площадь параллелограмма уже нашла. Я могу в эту формулу вместо S подставить 48. То есть у меня получается 48. Давайте прям так запишем. 1 – это второе действие. 48 должно быть равно произведению высоты BK на длину стороны AD. А AD у меня равно 10 сантиметров, потому что BC у меня тоже равно 10. То есть BK умножить на 10. И обратите внимание, что подставляя в эту же формулу, только я рассматриваю другую высоту, я могу найти, оказывается, длину высоты. И в результате у меня BK будет равно 48 разделить на 10, или 4,8 сантиметра. И ответом у меня к этой задаче будет длина равная 4,8 сантиметров. Это и будет ответом. То есть в данной задаче у нас напрямую не спрашивали про площадь параллелограмма. У нас спрашивали вообще про высоту. Но, используя данную формулу, мы смогли легко найти эту высоту. Переходим ко второй задаче. В этой задаче нам тоже нужно найти площадь параллелограмма. Мы вспоминаем формулу, и первое, что нам приходит на ум, это произведение стороны параллелограмма на высоту, которая опущена к этой стороне. Ну, давайте возьмем AD умножить на BH. Умножить на BH. Теперь я не могу сразу же найти площадь параллелограмма, потому что мне неизвестна длина AD. Кстати, когда вы решаете задачи по геометрии, мы рассуждаем
последовательно, то есть мы идем поэтапно. В принципе, вы так и делали, когда учились в начальной школе. Когда вы изучали математику и вы решали задачи, вам сразу же задавали вопрос, можно ли сразу ответить, вернее, найти или записать ответ задачи. Вы говорили, нет, нельзя, потому что что-то нам неизвестно. Но когда мы переходим в раздел геометрии, почему-то об этом алгоритме решения вы забываете. Поэтому, опять же, пишем формулу, рассуждаем. АД у нас неизвестно, BH у нас известно. То есть нам нужно найти АД. Как же найти АД? То есть сразу же с разбегу АД мы найти не сможем, потому что АБД это не прямоугольный треугольник, поэтому теорему Пифагора здесь мы не можем с вами использовать. Давайте как-то потихонечку подкрадываться к данной длине. Давайте с вами рассмотрим треугольник ABH, в котором у нас все известно. В принципе, BHD у нас тоже все известно. Итак, первое. Треугольник ABH. Это треугольник прямоугольник, коль BH у нас высота, прямоугольный. И в этом треугольнике что мы можем найти? Мы можем найти длину нашей стороны, то есть длину нашего катета, да? Или части стороны AD, AH. То есть я записываю AH в квадрате равно. Теорема Пифагора, сразу записываю, что AH в квадрате равно. Чему у нас? Квадрат гипотенузы минус квадрат одного катета. То есть АБ в квадрате минус BH в квадрате. В результате подставляем известные значения и получаем АБ в квадрате. Это корень из 82 в квадрате минус BH в квадрате. Это 9 в квадрате. Вычисляем. 82 в квадрате это 82, минус 81 это будет единичка. Следовательно, AH у нас будет равно единичке. Теперь нетрудно догадаться, то есть точно таким же способом мы вычисляем длину HD, только из треугольника BHD. Треугольник BHD, он опять у нас прямоугольный. И опять та же самая теорема Пифагора. То есть HD в квадрате у меня будет равно BD в квадрате минус BH в квадрате. Подставляем, в результате получаем HD в квадрате равно BD 15 в квадрате минус BH опять девятка в квадрате. И считаем 225 минус 81. В результате нам даст 144. Тогда HD будет равно 12. Итак, AH равно единичке мы нашли. HD у меня равно 12. Следовательно, я могу найти AD. Тогда AD у меня будет равно, понятно, 1 плюс 12, это будет 13. Ну а теперь я могу вернуться к своей формуле и подставить значение AD. То есть мы шли именно от этой формулы. AD было неизвестно, BH известно. Ну и вычисляем тогда. S равно AD у нас равно 13. И BH у нас равно 9. 13 умножить на 9. В результате у нас получается 90 плюс 27. Это будет 117. Мы не писали никакие измерения, поэтому ответ будет представлен вот в таком виде. Итак, ребят, сегодня мы прорешали две несложные задачи, применив одну из формул для нахождения площади параллелограмма. На следующем уроке мы продолжим с вами разбирать параллелограммы, а именно находить площади данной фигуры. А на сегодня урок подошел к концу. До свидания, до новых встреч.